есть такая экстремистская организация «Весна». Тут полезно будет по членам собрания пару слов узнать о прошлом, да? Экстремистская организация «Весна» давным-давно запрещена. Значит, под ее эгидой был запущен 3 года назад судебный процесс против газеты «Вечерний Могилев». Путем прямого контакта, как он утверждал, будем верить, активистов фактически этой «Весны», неважно какой он сам ориентации, по моей оценке он вообще говорил, что он не традиционной ориентации, просто он на этом свою почебесную карьеру решил делать. И все. Так. Потому что он говорит, что он верующий, соблюдает целибат. То есть я думаю, что всех дурит. Ну как, такой хитрый парень, да, чем работать, лучше быть активистом. Короче, значит, на прямом контакте с Совмином комиссия по экстремизму Совмина решила, что осуждение половых извращений, которое содержится в публикации газеты «Вечерний Могилев», это экстремизм. Так. А разговор у них простой. А мы не юристы, Елена Ивановна. Они говорят, а мы не юристы. Они говорят, а мы не юристы. И мы скажем, мы не юристы. Мы говорим, что надо запретить. А мы не юристы. Эти вот мы не юристы. На каком законе основываетесь? Мы считаем, что надо запретить. Пусть суд решает. Теперь, в суд был подан очень интересный иск. Такой иск не то, что студент первого курса юрфака, а школьник средних классов бы сказал, этот иск должен судья кинуть со стола и закрыть дело. Значит, милиция подает иск. В тексте иска написано за пропаганду вражды по признакам национальности, значит, расовой ненависти национальности. Ну, это, собственно, язык нашего белорусского закона. С этим у нас все. Кстати, кто не знает, и против титульной нации белорусской тоже запрещено некрасиво говорить и оскорблять, но оказаться за решетками, как опыт одних товарищей, тоже, может, не вполне ориентации традиционной, 2 мужика взяли женский псевдоним. Так, вот, было такое дело. Но, короче, значит, где были что-то такое? Решение комиссии. А в комиссии ни слова ни о какой расе национальности вообще речь не идет, только об извращенстве, о секс-просвете, ранузанном всяком таком, что выражение хороших, простых, поверховных, культурных осуждалось в публикациях этой газеты. И окончательное решение суда было, что иск содержит такое-то обвинение, ничего такого в публикациях нет, поэтому дело закрываем. Но полгода оказывалось очевидное противоправное давление на суд. Как имели место несколько заседаний, как имело место посылка на экспертизу ту или иную, когда в тот же момент должны были принять такое решение. Вот как сильно у нас, значит, вне закона. Вот та «Весна» сошла со сцены, а сейчас появилась новая организация «Встреча», которая уже не говорит не просто об извращенцах, а она вот города готова к встрече. Так, и проводится, значит, мастер-класс «Подбери себе пол». Возьмите, посмотрите, кто еще хочет, можете себе цветной оставить, а еще напечатают с Божьей помощью. Так, это у нас тут в республике. И оно легально. Но, в общем, «Весна» под этим всем была. После 2020 года, когда уже конкретно, как бы, те, кто террористическую деятельность поддерживали, значит, уже их прижали, а что-то новое подскочило. И вот сейчас кругом встреча. От этого кругом мы слыхали «Весна». Да, значит, Тутбай закрыт, да? А вы помните, товарищи, как в Минском метро на громадных вот этих, значит, видеоэкранах пиарили Тутбай? Люди смотрели и хмыкали. Верно? Они все хмыкали. Десятки людей подписали письма, индивидуальные, личные обращения. И чиновники нам объясняли, поясняли, что это информационный портал, то все. А вот тут поминали Министерство культуры. Мне вот довелось несколько раз быть на встречах министрами, замминистром информации, культуры, парадных вопросов. В частности, Куропатский фейк знаменитый, да? А я там, значит, когда ждал то все, я смотрю, вот сидят, значит, секретарши за столом, ей звонят, что-то посмотри. Она у нее на экране открыт Тутбай. Она поиск вообще не в Google смотрит, она смотрит на портале Тутбай. Это вот те, кто у нас в министерствах. Как заметили, что уже алкаш отпетый, он, значит, министр культуры был, и он белый. А кто не отпетый, не алкаши, они не белые. Они дальше кротячат.
То есть надо понимать, что, так сказать, не ветряные мельницы, тут танк «Тигр», а не ветряные мельницы. Потому что те, у кого в руках пряник, очень большой пряник. У них пряник, а у нас нет этого пряника. И они сладкими словами все, что угодно. Хочу напомнить про закон о гендерном равенстве. Значит, примерно лет 10 назад был виден законопроект, тоже под бубны, литавры, фанфары, прочие творческие инструменты, закон о гендерном равенстве. И вот этот самый сайт Make Out, да, то есть сделай так, чтобы извращенец рассказал о себе. В вольном переводе с английского языка. Значит, там были интервью. Мне запомнилось с одной из руководителей Белорусского союза женщин, с высшим чиновником интервью. Не буду ее одну называть, не хочу пиар делать, так. Но там были с несколькими, вот сейчас вспоминаю с одной, какой отличный закон. И все, он уже подавался в парламенте, все бы подняли лапки. Мы за, все за. Воздержавшихся нет. Ну, пришел кто-то непосредственно до батьки и сказал, что там происходит. И надо сказать, я тогда, вот больше 10 лет назад, я буквально самые последние годы овладел вообще вот всеми технологиями владения интернетом, вот это, сохранять веб-архив, то все как бы самоучка учился. Я в 40 лет еще на машинке пишущей печатал, надо передать факсом. Ну, освоил. Так я вот буквально как освоил, давай шукать с некоторым запозданием этот законопроект в интернете. Ничего почти не нашел, но нашел одну страничку таки в веб-архиве, то, что было опубликовано. И там колоссальные купюры. То есть целых блоков параграфов нет. Некоторые есть. Можно понять, что то, что не было опубликовано, это как раз там, где реально говорилось, что у нас не два гендера, а у нас, значит, это самое вот такое оно, да? Гендеров много. Сейчас официальное почтение белорусских чиновников, что у нас два гендера, это значит мужской и женский. Просто мы употребляем ученое слово.